6 июня министр иностранных дел Абхазии Олег Барцец в рамках первого рабочего визита в Москву встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Итогами встречи он поделился с журналистами информагентства ТАСС и телеканала «Известия». Состоялся весьма заинтересованный, ответственный диалог, в ходе которого мы затронули практически весь спектр вопросов, которые существуют в нашем стратегическом союзничестве, партнерстве между нашими странами, между Абхазией и Россией. Прежде всего, разумеется, это вопросы безопасности, формирования общего пространства, общего контура безопасности в регионе Южного Кавказа, Восточного Причерноморья. Разумеется, затронули вопросы социально-экономического взаимодействия, сотрудничества Абхазии и России. Как всем хорошо известно, Россия оказывает масштабную поддержку, обеспечивая условия для нашего устойчивого социально-экономического развития. Кроме того, конечно, были затронуты вопросы консульского взаимодействия. Как известно, недавно мы обменялись ратификационными грамотами с Россией, которые регулируют соглашение о двойном гражданстве между нашими странами. Согласно этому соглашению, наши граждане получают значительные преимущества и поддержку со стороны Российской Федерации. В интервью ТАСС Олег Барцец уточнил, что в Абхазии откроются как минимум 3 дополнительных российских консульских пункта – в Гагре, Сухуме и Ачамчире, куда граждане Абхазии смогут обратиться за российским гражданством. Кроме того, министр иностранных дел отметил, что в этом году Абхазия готовится принять рекордное количество туристов, и улучшения в транспортной сфере играют в этом важную роль. Налажено и железнодорожное сообщение на совершенно ином, более высоком уровне. Это и фирменный поезд «Диаскурия», и «Ласточки», которые ходят регулярно. Что же касается рейсов в аэропорт имени Владислава Ардземба города Сухум, то география этих полетов расширяется. Нижний Новгород, Казань, рейсы в Москву. Все это набирает обороты, и мы планируем, что в ближайшее время число таких рейсов будет расти. С 12 июня начинают свои постоянные регулярные рейсы чартерные перевозчики туристического оператора «Библиоглобус». Олег Барцец высоко оценил уровень военного сотрудничества России и Абхазии, подчеркнув, что база обслуживания морского флота в Ачамчире станет еще одним важным шагом к укреплению безопасности в регионе. Сам факт того, что открывается база технического обслуживания и ремонта кораблей Черноморского флота, это очень важный факт, очень важное событие. Мы, кстати, об этом говорили давно и понимаем всю важность подобных решений. Сегодня, в непростое время, в столь важном и чувствительном геостратегическом месте, каковым является Южный Кавказ и Восточное Причерноморье, развертывание подобного пункта, где могут оперативно обслуживаться корабли Черноморского флота России, мы расцениваем как дополнительный фактор стабильности, дополнительные возможности для того, чтобы обеспечивать высокие стандарты безопасности в регионе. Глава МИД Абхазии рассказал о планах по наращиванию сотрудничества со странами Евразес и о том, что Абхазия готова стать членом союзного государства России и Беларуси, но больших подвижек в этом направлении нет. Также Олег Барцец отметил, что республика дорожит отношениями со всеми странами, признавшими независимость Абхазии, и активно сотрудничает с Венесуэлой, Никарагуа и Сирией. Также у нас, как вы знаете, существуют дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, которая буквально недавно, в недавнем прошлом, претерпела значительную политическую и общественную трансформацию, но тем не менее нам удалось сохранить наши отношения. Мы в коммуникации с нашими сирийскими коллегами с большим интересом, сопереживанием и уважением относимся к попыткам, успешным попыткам руководства Сирии добиваться отмены санкций, что уже происходит. Мы рады за то, что намечаются и осуществляются позитивные изменения в жизни дружественного нам народа и государства.
Комментируя отношения с Грузией, Олег Барцец с сожалением отметил, что многочисленные заявления официальных лиц Грузии о необходимости оздоровления отношений с Абхазией не подкреплены конкретными действиями. Грузия уже много лет отказывается подписать соглашение о неприменении силы. Кроме того, министр подчеркнул, что формат женевских дискуссий не является эффективным и рассматривается возможность изменить место и формат проведения переговоров. Действительно, и абхазская сторона, и наши друзья и братья из Южной Осетии уже неоднократно подчеркивали возможность обозначения нашей позиции по переносу места проведения женевских дискуссий. Это обуславливается тем фактом, что в том числе принимающая сторона не демонстрирует объективности, равноудаленности зачастую, принимает позицию только одной стороны. Это, конечно, является существенным раздражающим фактором, и мы всерьез думаем о том, чтобы изменить место дислокации для проведения дискуссий женевского формата. Я сейчас сознательно не буду обозначать те места, те страны, которые могли бы оказаться для нас приемлемыми или предпочтительными, для того, чтобы с ними не началась превентивная работа наших оппонентов. Но мы всерьез об этом задумываемся. Дискуссии в Женеве между Россией и Грузией с участием Абхазии и Южной Осетии проводятся с 2008 года. Очередной 64-й раунд переговоров назначен на 25 и 26 июня. Надежда Боровикова, Абаза ТВ.